я работаю в общественной организации Центр по правам человека в качестве юриста. Кроме того, я являюсь партнером Таджикстанской ассоциации женщин, живущих с ВИЧ. Относительно по вопросам консультирования в области ВИЧ-СПИД уже несколько лет они перенаправляют тех людей, которые, например, нарушают права, людей, которые живут с ВИЧ-инфекцией. Были очень много обращений, которые касаются ВИЧ-СПИДа. Обычно обращались женщины, которые ущемлялись их права. Если разделить категории обращений, можно делить их на разные категории. Первая категория – это те женщины, которые в отношении них уже были возбуждены уголовные дела согласно статье 125 УК РТ. Вторая категория – те женщины, которые в отношении них нарушались права на труд. То есть они где-то работали и узнали о том, что эти лица инфицированы с ВИЧ-СПИДом, и работодатели или администрация уволили их. А другая категория женщин – это распространение информации о болезни, о ВИЧ-инфекции. То есть со стороны родственников, или со стороны соседей, или со стороны сотрудников и так далее. Еще другая категория – это были те женщины, которые подвергались домашнему насилию со стороны родственников, мужья. В основном те лица, которые их выгоняли их с работы, они работали неофициально. То есть никаких трудовых договоров не были заключены. Малое количество обращений, которые были, они работали на основе трудового договора в госучреждениях. Причина увольнения их сами работодатели или население, например, они не знают информации о ВИЧ-СПИДе. Они думают, если человек работает официантом в качестве или продавца, например, они думают, что они могут заразить другого лица, третьего лица с ВИЧ-инфекцией. То есть население не знает, что такое ВИЧ-СПИД. Это тоже основная причина, на мой взгляд. В новом кодексе есть ограничения, и кроме этого есть еще постановление правительства, где лица с ВИЧ-СПИДом не имеют права работать. Это в основном касается медицинской сферы или сотрудник, лица, которые именно связаны с анализом крови, связаны с кровью. В основном касается эта сфера. А другие сферы не запрещены. Но многие боятся, например, не знают, как заразиться, каким путем передается, не знает, и поэтому их увольняют, и с этим они хотят страховаться себя и других. Очень надо информировать население, посредством семинаров, тренеров, например, через телевизион или газета, через средства массовой информации, и говорит, что такое ВИЧ-СПИД. Но я извиняюсь, конечно, были случаи, сами медработники особо не понимали, что такое ВИЧ-СПИД. Если тут учитывать, или медперсонал не знает, откуда могут знать население. Например, я сам тоже пока не сталкивается именно с данной отраслью, тоже особо не знал, что такое ВИЧ-СПИД. И думал, если кто-то рядом со мной, у него есть ВИЧ-СПИД у лица, я тоже думаю, что я тоже буду заразиться.